Алданская земля встретила якутское лето. Исэх для представителей народа Саха считается одним из главных праздников. Он символизируется с Новым годом, когда природа возрождается после зимнего сна и начинается цикл нового плодородия. На праздник семьи собираются в полном составе, в каждый дом приезжают гости. Северное гостеприимство славится теплотой и щедростью. Ой, дорогие алданцы, уру яйхал от якутского моего народа. Наш город Алдан считается самым таким дружным. Почему? Потому что у нас живет очень много национальностей, и каждый знает свою культуру, и это нас всех объединяет, и мы поэтому живем очень дружно. В этом году празднование встречи лета проходило под российским флагом. Исэх и День России не совпали, праздники были объединены, и это объединение не стало случайным. Мы просто в этот день сегодня вошли, 12 июня, день Великой России. И еще, значит, праздник лета, национальный праздник Исэх, который дает возможность им приобщиться к разным культурам. Мы рассчитываем, да и знаем, что этот праздник действительно приносит нам единение духовное, единение общенациональное, ну и, конечно же, под общим флагом Российской Федерации. Алданский район является многонациональным. В городах и поселках проживают представители десятков народностей. На гуляниях раскрывается гармония красоты и великолепия множества культур. Этнические праздники всегда проходят в традициях единения. Впечатления, эмоции самые-самые приятные, самые радостные. Это очень такой семейный, дружный праздник, который нас, наверное, сплотил всех. Мы очень рады сегодня, веселимся. В общем, отдыхаем душой. На поляне Сывыки всеми красками заиграли таланты, коими богата северная земля. Кружились хороводы и танцы, не стихали переливы песен, сказания сплетались со звуками хамуса. Взрослые и дети могли попробовать силы в разных конкурсах. Большое спасибо нашим руководителям за такой шикарный праздник. Праздник великолепный. Поздравляю всех с праздником. Желаю счастья, здоровья, благополучия, всех благ земных. Вот с ребенком выбрался посмотреть. Праздник грандиозный же, он раз в год у нас такой вот масштабный, скажем так. Пока по ощущениям все классно, весело, только тучи эти надвигающие, вот они немного омрачают. А так, в принципе, все отлично. Между тем, непогода не омрачила встречу северного лета, дав людям возможность в полной мере насладиться долгожданным теплом. А традиции праздника жителями Среднего мира были соблюдены. В дни Исэха принято радоваться, и от угощения, общения и веселья не отказывался никто. Такие праздники показывают на сегодняшний день нашу культуру, наш быт, нашу многонациональность. Праздник лета, праздник души. Пожелать, чтобы процветала наша Якутия, наш Алданский район и вообще русские люди. Почетными гостями праздника стали жители Мегино-Кангаласского улуса. В этом году дружбе промышленного и сельскохозяйственного районов исполняется 55 лет. И из года в год традиции товарищества и единения крепнут. Все замечательно. Даже вот природа нас благословит сегодня. И я очень рад, что сегодня принимаю участие в данном мероприятии в Алданском районе. В этом году мы отмечаем 55-летний юбилей нашей дружбы Алдана с Мегино-Кангаласским районом. Мы очень этим дорожим. И за это время было реализовано немало проектов, которые дали нам толчок к развитию. И надеюсь, что наша дружба еще будет развиваться. Исэх 2023-го в Алдане прошел под эгидой объявленного в республике Года труда. На торжественном открытии праздника состоялась церемония чествования и награждения жителей, чьи достижения и успехи стали особенно значимыми. Мероприятие очень красиво сделано. Мира, голубого неба всем над головой. Национальные праздники дают гостям возможность погрузиться в культуру разных народов и приобщиться к искусствам. Любовь Кокшенева занимается изготовлением славянских кукол. В 2019 году учитель технологии была удостоена почетного звания мастера народных промыслов Якутии. На празднике Исэх Любовь Евгеньевна представила летних кукол.
Рябинка – это самая главная обережная кукла для женщин. Это женский оберег. Он, ну, раз самый главный, значит, он оберегает женщину, оберегает дом и всех, кто живет в этом доме. Это народная кукла, кукла-оберег. Вообще родилась она как бы в сентябрьская, но она летняя кукла, потому что все числа передвигаются. Издревле куклы были вовсе не игрушками. Самодельные фигурки, выступавшие в качестве оберегов и амулетов, были призваны защитить от лиха, укрепить здоровье и привлечь удачу. Матери семейств изготавливали их своими руками. Считалось, что чем больше в доме кукол, тем счастливее семья. Это неразлучники. Эта кукла на свадьбы дарится, на юбилеи на какие-то. Вот они на одной палочке вот такие вот нарядные. И интересно то, что когда эту куклу делают, женщина или справа, или слева. Если в доме хозяин, он должен быть справа, а женщина-хозяйка, она слева. Вот такие вот нарядные в таком русском стиле, вот такие вот куколки. На праздник мастерицы принесли лишь некоторые из своих изделий. Ольга Федорова знает, связать и сплести можно любую идею. А земляки узнают ее по очаровательным котятам и котикам. Они составляют большую часть личной коллекции Ольги и остаются особенно востребованными любителями сувениров и мягких игрушек. Это первый котик, который я купила. Мы покупаем мастер-классы. По мастер-классу вот это был первый котик. Наверное, работал неделю. Очень тяжело сначала. Тут все это самое. Каркас проволочный, все двигается. То есть связать это одно, а оформить это очень сложно. Надо вот настроиться сначала, там как-то вот собраться. Он может стоять неделю буквально. У меня вот игрушки бывают, что по неделе стоят просто связанные и не оформленные. Ольга вяжет не только игрушки и одежду. Своими руками мастерица изготавливает множество предметов и мелочей, без которых в хозяйстве не обойтись. У меня вот в этой корзинке лежало все. Ну, когда я связала, пока все это самое. У меня тут все лежало. И отпариватели, вещи лежали. Поставлю пустую на это самое, кот на нее залезет, кот вообще от них балдеет. Я думаю, что очень полезно это самое хозяйство. Можно и игрушки сложить, допустим, и пледики, ну, все что угодно. Сколько шедевров изготовила из пряжи, Ольга не ответит. Изделием она давно не ведет счет, а в любимом деле стремится к постоянному развитию. Вообще начала рукоделием заниматься лет с 12, наверное. То есть вязала себе кофты, носочки, рукавички, потом дети родились, детей одевала, все это сам. Потом немножко как-то был такой период, что некогда было заниматься ничем таким, это самое. А последние лет 10, наверное, вот начала потихоньку то одно, то другое. Сейчас очень много информации в интернете, хочется все попробовать. Славная якутская земля мастерами да рукодельницами. В республике особое внимание уделяется сохранению промыслов коренных малочисленных народов. Жительница села Хатыстыр Лариса Гермогенова – искусница потомственная. Умение шить одежду из шкуры оленя в ее семье передается из поколения в поколение. О выделке шкуры оленя и особенностях жильной нити Лариса Давыдовна знает практически все. Если взяться, то надо сперва достать эту шкурку. А шкура, например, зимняя, она толстая бывает, грубая, выделке трудно поддается. Надо именно весеннюю, когда толстый мех выпадает, и вот она тонкая становится, вот такая легче выделки, и при носке легче, вот такую вот специально заказываем шкуру. И обычно я вот, например, у меня муж охотник, ему заказываю. ХБ вот эти простыми нитками не шьем, капроновые раньше были, а сейчас вот по народному из спинного сухожилий. Одна женщина привозила старые бабушкины унты, распарывала, переделывала. А вот эти унты совсем, шкура совсем, лапки совсем старые стали, рвутся, а вот эта сухожильная нить, она как пружинка, каждый раз как мокнет вот эта жила, вот как пружина стягивается. А и вот когда я распарывала, прямо она вечно оказывается сухожильная. Вот поэтому я на сухожильные перешла. Лариса Давыдовна передает мастерство дочерям, делится секретами выделки шкуры и шитья она и с односельчанами. Орнамент у каждой искусницы свой, и вещи, изготовленные Ларисой Давыдовной для близких, могут многое рассказать о ее семье и доме.
К тому же узоры не только отражают мысли мастерицы. Они оберегают носящего их человека от злых сил. Вот, например, я мужу шила. Вот эта оторочка вот с белым мехом означает, что вот оберег от плохого, как забор считается, чтобы к нему ничего вот не приставало, а оберег. И вот это вот белый мех – это день, черный, коричневый ночь, день, ночь, чтобы у меня муж долго жил, чтобы у него много-много впереди дней и ночей было, долголетие желаю. И вот это вот оленьи рога, чтобы у него охота была удачная, что постоянно у него, там, с охотой связанная. И вот женский костюм тоже женщины, вот оберег, все. И вот это по костюму можно узнать, что вот у этой женщины есть олени. Вот, например, вот тут вот я внуку шила, вот тут тоже у него все оберег у него, чтобы все плохое, и чтобы он в жизни был удачливый, чтобы у него в горностае соболя встречались, и вот это солнышко тоже такой же смысл, что вот тоже оберег. Вот это от плохого, и вот это, чтобы в жизни у него острых углов не было, чтобы у него все хорошо шло, гладко, как солнце. Вот это треугольники означает, вот когда увидишь на ребенке треугольники, значит, вот это, как палатки, значит, у него большая семья, родня большая. Эсэх для жителей района остается одним из любимых праздников. Встреча якутского лета на Алданской земле вновь даровала каждому гостю возможность прикоснуться к традициям, стать участником национальных обрядов и подчеркнуть духовно-нравственные богатства народа Саха.